Добрый день, в эфире спецвыпуск «Заман». Президент Украины Петр Порошенко назвал блокаду Крыма акцией общественных активистов и заявил, что целью ее является восстановление государственного суверенитета над полуостровом. Глава государства подтвердил, что украинские пограничники и сотрудники МВД получили приказ обеспечивать правопорядок во избежание провокаций. На встрече с лидером крымских татар Порошенко заявил, что не будет препятствовать праву граждан на волеизъявление, если его реализация не будет противоречить закону и пройдет в соответствующем законодательству русле. Гражданская блокада Крыма началась 20 сентября. Это акция по блокированию поставок украинских товаров на полуостров. По данным на вчерашний вечер, на пропускном пункте Чаплынка в очереди в Крым стояло 103 фуры. На административной границе Каланчак – 60. На пункт Чонгар по-прежнему грузовики не едут. Участники блокады настроены на долгосрочную акцию, передает Радио Свобода. У нас еще все будет налажено, все будет хорошо. Сколько надо будет, столько мы будем здесь сидеть, готовить и постоянно кормить людей. Мы вчера плов варили, плов кушали у нас люди. Наши люди сидят в тюрьмах. Заслуженно. И мы не хотим, чтобы здесь была Россия. Мы хотим, чтобы здесь была вольная Украина. Чтобы Крым был украинский. Экс-заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Вадим Улида, который ранее курировал вопросы поставок электроэнергии в аннексированный Крым, считает, что прекратить электроснабжение полуострова технически возможно. Но он отметил, что есть опасность ответных мер России. В результате в украинской энергосистеме может возникнуть дефицит, что болезненно скажется на многих регионах страны накануне отопительного сезона. Глава Меджлиса Рифат Чубаров ранее заявлял, что за продовольственной блокадой Крыма может последовать энергетическая. На этом пока все. Следите за развитием событий вместе с АТР. Прямые включения наших корреспондентов с пропускных пунктов в 15:30. Оставайтесь с нами.